Доброе утро, Якутия! Просыпайтесь и не проспите наш утренний эфир, ведь сегодня он будет уникальный и очень необычный. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, но сегодня не только в студии. Мои коллеги находятся сейчас далеко от Якутска, а именно в Алекминске. Целый десант работников телеканала «Якутия-24» выехал накануне туда с традиционной в это время года акцией «Весна на НВК». И оттуда сегодня они будут включаться в прямой эфир и рассказывать вам об этом удивительном и неповторимом крае. Так что не переключайтесь, будет интересно. Ну а пока, как всегда, о погоде. В центральных районах сегодня температура -3, -16, в заречной группе 6-13 градусов мороза, в южных 5-6 градусов холода, в Вилюйской группе -7, -10, в Нижнеленских -1, -4, в западных от +3 до -16. В Колымо-Эндигирской группе Улусов температура 18-27 градусов холода, в Янских 7-17 мороза, на северо-западе -21, -29. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составляет -15 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, порывы до 9-14. Будьте осторожны. Ну а температура радует +1, +3. Дорогие друзья, пока мы видим, какие чудесные кадры, это кадры были уже из Алекминска, ну и, конечно, подключаемся, получается, к нашим коллегам. Итак, чуть позже подключимся. Сейчас сначала уйдем на новости, и сразу после этого в студии будет Руслан Ачиров на прямой связи с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В республике расширят географию федерального проекта «Чистая Арктика». За время реализации проекта собрано около 850 тонн металлолома, очищена территория площадью 33 гектара. В этом году география проекта будет расширена. Планируется провести акцию в Тикси и Найба Булунского района, поселках Батагай и Сахая Верхоянского района, в Чухурдахе Алайховского района, в поселках Усть-Куйгай и Нижнеянск Устьянского района. Напомню, проект «Чистая Арктика» ежегодно проводит в арктических районах во взаимодействии с промышленными и транспортными предприятиями с участием волонтеров и местного населения. Работу курирует Республиканское министерство по развитию Арктики и делам народов Севера. В рамках безопасного пропуска весеннего половодья спасатели службы спасения Якутии совместно с экипажем полярной авиалинии провели тренировку по беспарашютному десантированию с вертолета. Приняли участие порядка 50 спасателей Якутии, из них 15 человек – молодые парни, которые впервые прошли такую тренировку. Отмечу, что в скором времени будет намечаться паводковый сезон, поэтому бойцы службы спасения максимально готовятся. Такие мероприятия проводятся по всей республике. Оттачивание навыков – это очень актуально, поскольку когда вертолет не может садиться для спасения пострадавших, тогда в режиме зависания спасатели путем парашютного десантирования на веревке эвакуируют или спасают людей, поднимают на борт вертолета. Часто это случается, к сожалению, когда идет ледоход, рыбаки и охотники, они остаются в островах, в ледовом плену, и приходится их таким методом спасать. В Якутске состоялось 24-е республиканское совещание молодых писателей. Это знаковое событие возобновили 20 лет назад, в 2004 году, благодаря союзу под председательством поэта Натальи Харлампьевой, а также при поддержке Министерства по молодежной политике республики. За эти годы в совещании приняло участие более 1000 молодых авторов, более 20 талантов стали членами Союза писателей России и издали свои книги. В рамках торжества приехали принять участие более 70 молодых писателей со всей республики. Они получили профессиональные советы и пообщались с творческими людьми. В
В Якутске стартовали третьи военно-патриотические чтения, посвященные памяти Героя России, подполковника полиции Александра Рыжикова. Участники чтений, школьники и кадеты, готовят для выступления доклады о своих героях. В этом году в число героев для доклада включены и участники специальной военной операции. С каждым годом статус победителя чтений становится все престижнее. В жюри конкурса вошли участники специальной военной операции, бойцы якутского ОМОН и руководство территориального управления Росгвардии. Всем доброго утра! Я напоминаю, что сегодня у нас утренний выпуск, посвященный старинному городу Алекминск, где сейчас находятся мои коллеги Катерина Винокурова и Руслан Ачиров и съемочная группа нашего телеканала. Совсем скоро они включатся в прямой эфир, ну а вначале небольшая историческая географическая справка об Алекминском районе и его административном центре в городе Алекминск. В 1635 году казаки сотника Петра Бекетова построили напротив устья реки Алекмы небольшой острог, который чуть позже был перенесен выше по реке Лени. В 1788 году он стал уездным, а в 1822 – окружным центром. Развитию города Алекминска способствовало освоение золотых месторождений. Вместе с приисками стало развиваться земледелие и скотоводство. Алекминский район имеет уникальное географическое расположение. На севере граничит с группой Вилюйских районов, с юга обеспечивает выход через Иркутскую область к озеру Байкал и Бурятию, через реку Чару, Монголию и Китай, а вместе с Ленским является западными речными воротами Якутии. Район занимает территорию в 166 тысяч квадратных километров и считается четвертым по величине районом Якутии. Был образован в 1930 году. В него входят 23 поселения, в том числе 4 национальных наследия, в состав которых входят 54 населенных пункта. Живут рядом русские, якуты, эвенки, украинцы, татары, буряты. Совместное проживание различных национальностей и создал неповторимый облик Алекмы. По территории района проходит магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» и газопровод «Сила Сибири». Тарынахское месторождение железной руды оценивается как самое крупное из известных на востоке России. Развитое сельское хозяйство, деревообрабатывающая, пищевая промышленности. Природа щедро одарила край массивами тайги, пушным зверем, месторождениями полезных ископаемых. Так здесь добывают один из редких российских самоцветов – чароит. Немножко поближе познакомились с Алекминском, и сейчас мы ждем включения в прямом эфире из Алекминска Руслана Ачирова. Руслан, доброе утро! Как вы там? Доброе утро, Вероника, доброе утро, наши дорогие телезрители. Сейчас вся наша команда, часть команды «Утро Якутии» находится в замечательном старинном городе на берегу реки Лена, в городе Алекминске, с проектом «Весна на НВК». И сегодня мы хотели наш прямой эфир сделать с набережной, около красивого памятника реке Лене, но погода внесла свои коррективы. Сейчас с утра в Алекминске поднялась пурга, летит снег, дует сильный ветер, но, тем не менее, мы находимся в не менее знаменательном месте. Это краеведческий музей города Алекминска. Ну и, конечно, хотелось бы начать со знакомства с городом Алекминском, с этим замечательным краем. Поэтому у нас здесь в гостях две замечательные дамы, алекминчанки. Они сотрудницы детского сада «Звездочка», но также являются краеведами и буквально пару лет назад создали замечательный путеводитель по Алекминскому краю, по городу Алекминску. Это Галия Амирхановна и Елена Васильевна. Доброе утро. Доброе утро. Но мы действительно хотели начать с памятника реки Лена. Это известный символ города Алекминска. Вот чем знаменательна эта скульптура, этот памятник? Да, конечно. Это символ нашего города и самое любимое место горожан и гостей нашего города. Памятник реки Лене, он единственный на территории Якутии. Создан он Николаем Черчасовым по рисунку Вали Федоровой. Карандашный набросок был, и вот ему так понравилось, он вдохновился этим и создал такую прекрасную скульптуру красавицы Лени. Да, действительно, очень красивая такая, некая такая воздушность есть, да, именно вот, которая передает характер реки. Да.
Что касается путеводителя, как пришла идея создать этот путеводитель? Ну, мы решили, что все-таки собрать вот материал, который будет полезен и педагогам, и родителям, и детям, чтобы они больше знали о истории нашего города Алекминска, о его памятниках и достопримечательностях. И чтобы это была такая вот достоверная историческая информация. Пользуются ли путеводителем туристы, которые приезжают в Алекминск? Ну, нашим путеводителем пользуются жители города и района, потому что он, как я уже сказала, что он содержит такую достоверную информацию. И здесь собрано все. Я вижу, что в руках у вас находится, да, этот путеводитель. Да. Там, соответственно, фотографии подкреплены замечательным текстом про историю создания и вообще про исторические здания города Алекминска. Да, да, конечно. Скажите, вот, допустим, я приехал в Алекминск первый раз, и какие бы места вы бы мне посоветовали посетить, чтобы прикоснуться к истории? Ну, всех привлекает наш очень красивый Спасский собор. Это, конечно, Спасское селение, это часовня Александра Невского, это дом-музей Скопцов, это, конечно, сквер героев, ну и еще очень много интересных мест. Площадь Победы, тоже очень интересное и любимое место горожан, почитаемое. Замечательно. Скажите, вот город сейчас застраивается, да, то есть развивается. Каким вы видите будущий Алекминск? Ну, мы, как и все жители нашего города и района, мы любим свой город и хотим, чтобы наш город был красивым, современным, но в то же время, чтобы он не терял свою неповторимость, чтобы вот та историческая ценность, которую оставили нам предки, она сохранялась и развивалась. И вот есть замечательные строки у Надежды Владимировны Хайбаровой, которая, ну, отражает вот как раз наше отношение, какой мы видим наш город в будущем. «И не тяжко время бремени, только ярче красота и чарует удивлением новизна и старина». Прекрасно. Ну и еще хотелось бы, конечно, сейчас мы находимся в таком замечательном помещении, это краеведческий музей города Алекминска. Может быть, даже и погода сделала так, чтобы мы начали не с набережной, а именно с этого исторического места. Вот можете рассказать, в каком зале мы сейчас находимся и вообще в целом о этом музее? Что здесь можно увидеть? Ну, в нашем краеведческом музее можно найти очень много, начиная вот как развивался наш город. И здесь вот как раз вот мы находимся возле как раз вот государевы имщики, как раз вот по Иркутско-Якутскому тракту. Мы с детьми сюда приходим и знакомимся, и нам рассказывают, и Ирина Иннокентьевна рассказывает, как жили, что делали, вот именно ямщики. Ну, очень большие экспозиции по Спасскому селению, как раз по знаменитому фотографу Иресько. Очень много здесь негативов, очень много интересных моментов таких, которые, ну, просто так не узнаешь, а увидишь вот именно в нашем музее. И, конечно же, вот хочется обратить внимание, как уже говорили, что действительно жемчужиной нашего города является Спасский собор. И здесь есть зал, который посвящен вот как раз, мы можем посмотреть с детьми и утварь, и одеяние. Ну, а в целом, допустим, есть, может быть, какой-то интересный факт, вот, который можно вот в этом музее увидеть? Я думаю, здесь много. И еще, кстати, я знаю, что еще, как это, не... те экспонаты, которые не выставлены, да, то есть они имеются у музея. Вот, может быть, есть какая-то интересная история, связанная с каким-нибудь из экспонатов, чтобы вот нашим зрителям, которые, ну, приедут в Алекминск, они вот пришли и посмотрели своими глазами. Но здесь, наверное, знаете, все экспонаты, они завораживают, потому что, ну, у каждого экспоната есть своя история. И вот отдельно выделить, конечно, не выделишь. Ну, действительно, потому что история у края очень-очень обширная, очень интересная. Поэтому, друзья, если будете в Алекминске, обязательно посетите краеведческий музей, сходите на набережную, сфотографируйтесь рядом с памятником реке Лени, потому что это действительно красивое произведение искусства. Ну, а в целом сегодня, в течение этого эфира, мы с вами еще познакомимся с замечательными людьми города Алекминска. Мы, конечно же, будем еще проводить прямые включения в течение
течение этого часа. Вероника, тебе слово. Спасибо большое, Руслан. Было очень интересно. Такое чувство создалось, что я прям прогулялась по набережной, посетила музей. И если я буду там, обязательно увижу это все вживую. И вам непременно рекомендую. Ну, а для обывателей Алекминск зачастую ассоциируется с чем? С картошкой. Я вот картошку, например, очень люблю. Ну и готова признать, что алекминская картошка правда чем-то отличается. В чем же секрет? Узнаем прямо сейчас. В Якутии на рынке, когда торгуют карасями, говорят, что они кобяйские, а когда картошкой, то она алекминская. Находясь в Алекминске, мы решили узнать, где же хранится эта самая картошка. И мы сейчас находимся в овощехранилище. Давайте пойдемте узнаем. Вот где же хранится та самая вкусная алекминская картошка? Но алекминская картошка, конечно, у нас частично хранится здесь, в Алекминске, в городе Алекминске. Также у нас есть хранилище в селе Саньяхта. Там тоже такое же как бы хранилище. То мы возим по воде 300-350 тонн картофеля в город Якутск. А вот есть ли какой-то такой внутренний рейтинг, да, из наслегов? Если вот по Якутии говорят, что алекминская картошка самая вкусная, то в Алекминске из какого наслега самая вкусная картошка? Село Дабан у нас как бы в основном фаворит в Алекминском улусе, потому что люди очень трудолюбивые. Большинство там, в основном почти все стоят картофель наш алекминский. И самый большой поставщик именно в Алекминске это Даван. Потом второй очередь, конечно же, у нас саняхтарский наслед. И, в основном мачинский, малаканский вкус. Как нужно хранить правильно картошку, чтобы она не портилась и сохранилась до следующего урожая? Надо сохранить от 2 до 4 градусов, держать температуру, чтобы она не начала прорастать заранее. Мы сейчас можем увидеть температура хранилища, внешняя температура, допустим, сейчас плюсовая она стоит, 6,8. То есть, поэтому, сейчас как бы благодаря вот этой системе мы можем как бы контролировать уже, конкретно задать любую температуру, которую она будет придерживать. До мая, середины мая мы как бы можем спокойно держать картофель, она не будет прорастать. А вот мы придем на рынок, да? Вот как нам определить, хорошая картошка это внутри или не очень? На рынке просто сейчас берут, допустим, картофель, просто отрежешь, как бы надо смотреть, само собой, состояние картофеля самого, да. И самое, конечно, надо просто привезти домой и сварить, и попробовать. То есть только так, да, конечно. Вот она, знаменитая алекминская картошка. И теперь вы знаете, почему она такая вкусная и как ее хранить, чтобы она долго не портилась. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Алекминск. Я прям почерпнула для себя много интересного. Оказывается, не факт, что по цвету можно определить, что это алекминская картошка. Теперь будем знать, будем внимательнее относиться к выбору. И самое главное, как ее правильно хранить. Никогда почему-то об этом не задумывалась. Теперь буду стараться поддерживать правильную температуру. Говорят, что когда путешествуешь, можно узнать о городе именно от тех, кто там живет, потому что именно они подмечают все самое ценное, самое интересное. И поэтому прямо сейчас узнаем, за что же Алекминск любят жители. Как давно проживаете и за что любите Алекминск? Я с деревни приехала здесь, с 1 октября. Года 3-4 уже здесь живу. Конечно, город-то нравится. Все родной город. Здесь родилась, здесь выросла. Мне 67 лет. Вы приехали из Ленска, говорите, да? По работе или как это случилось? Почему в Алекминск? Служу здесь в церкви. Служите здесь? Ага. А как вам город? Вообще, какие впечатления? Успели ли полюбить, влюбиться? В принципе, все устраивает. Город облагораживается, дороги делаются, площадки детские. Хорошо, слава богу. Откуда приехали? С Забайкальского края. А как так случилось? Я приехала, первая приехала у меня сестра с детьми. И так получилось, что я сюда приехала и так остались. Притягивает Алекма. А чем притягивает? Чем вас притянул? А это я сама понять не могу. Я здесь родилась, живу всю жизнь.
Люблю очень свой город за природу, за рыбалку, за отдых. Здесь очень хорошая атмосфера, добрые люди. Наши предки родились, и мы, и действительно уже наши жили от мамки до ямки, как говорится, здесь и остались. И мы остаемся так же. Пусть наши дети, может, уедут кто-то, а в основном мы живем, у нас спокойствие. С самого рождения, да, родилась здесь, в Алекминске, выросла, выучилась, вернулась. Здесь живу, да. Город маленький, уютный, спокойный. Мне кажется, здесь проще жить, чем в большом городе, в суете. Зарабатывать легче. Да. Природа, чистый воздух, заводов нет у нас. Расскажи, любишь свой город и за что? Я люблю свой город, потому что я в нем родился. А вы за что любите Алекминск? За то, что здесь родилась, мать, родители родились, дедушка. Ну, он не родился, он сюда ссыльный был. Вот. Ну, в принципе, как родное. А как родное не любить? Какое бы оно ни было, оно родное. А куда можно сходить, посмотреть вот людям, которые впервые здесь? Вот что бы вы посоветовали? Ну, прежде всего я посоветовал бы в церковь приходить, потому что я верующий. Лучше сюда приезжать, наверное, летом, когда можно будет на лодке поехать, посмотреть нашу природу. Чара, Алекма речка. Вам, кстати, тоже советую съездить туда. Ну а зимой у нас есть базы отдыха в Улахан-Манку в деревню. Еще летом база отдыха и Нибии есть. Токинский наслег, поэтому можно будет туда съездить. Все пройдите и на Скачинскую улицу, и везде по городу. Мне все нравится, потому что это все родное, все наше. Природу, конечно. Тако, например. Речки, горы. Горные речки, наверное, не знаю больше, что еще посоветовать. На Площадь Победы, потому что там на 9 мая праздники. Можно по берегу сходить там. В прошлом году тут все новое построили там. По парку пройтись. Приезжайте нам в город Алекминск, в Алекминский район отдыхать, особенно летом. Всех милости просим. Ну как не приехать? Обязательно приедем после таких впечатлений, что такая хорошая природа, такая уникальная и, правда, набережная шикарная. Ну и самое главное, люди, видно, что хорошие и добрые. Но, дорогие друзья, мы уже сказали, что основу экономики и стабильного развития Алекминского района составляет сельское хозяйство, выращивает овощей, животноводство, а с некоторых пор и перерабатывающее производство. Алекминский сыр давно стал брендом и пользуется большим спросом не только в Якутии, но далеко и за ее пределами. Мои коллеги заглянули в сыроварню, кладовой Алекмы и узнали секреты производства. Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас мы находимся в городе Алекминск и познакомим вас с самым знаменитым алекминским сыром. В чем секрет алекминского сыра? Почему его так любят жители нашей республики? Ну, секрет, можно сказать, нашего сыра, это кроется в наших коровах холмогорской породы, которые в России по чистокровности остались в Якутии, в нашем хозяйстве, и в Ямало-Ненецком автономном округе. И, конечно же, это зависит от людей. То есть здесь у нас в сырном цехе работает 6 человек, в основном все молодые специалисты. Это, можно сказать, вся ручная работа идет. Вообще сыр это такой продукт, что вот, допустим, в магазин приходишь, и сейчас уже хорошо, что стали писать, например, сырный продукт, да? То есть сырный продукт это совершенно не сыр, да? Что это такое вообще? В сырных продуктах могут использоваться это пальмовые масла, сухое молоко, вот эти объема. То есть меньше натуральности? Да. Это чтобы снизить цену. И снижается у них качество. А наш продукт, алекминский сыр, это сделано из натурального, полностью из натурального сырья. Ну, теперь мы понимаем, что не только из натурального сырья, но еще и от породы холмогорской, да, коров. Холмогорской породы действительно такое вот эксклюзивное производство, которое работает в нашей республике. От удоя молока зависит объемы сыра. Вот тот сыр, который мы сейчас видим, в целом алекминского сыра сейчас в магазинах нет, да? То есть это первая партия этого сезона. Да, первая партия сезона мы начали где-то с 15 марта. То есть процесс созревания сыров у нас 45 суток.
Вот это первая партия, которую мы начали, да? Вот имеется самая первая партия. Она созреет к 1 мая. 1 мая. И уже, вот, допустим, первые сыры, допустим, в алекминские магазины пойдут. А когда жителям города Якутска можно и вообще в целом в республике можно увидеть на своих прилавках магазинов ваш сыр? Ну да, как вы действительно подметили, первая партия идет на наш район, в алекминских наших фирменных магазинах. После, как навигация открывается, где-то 25-26 мая, и первые партии сыров поедут в город Якутск. Мы наши сыры поставляем ППК «Агрохолдинг Туймада», так как они являются нашими учредителями. Можете в фирменных магазинах агрохолдинга Туймада можете найти наши сыры. Нам, как жителям Якутска, нужно будет дождаться открытия навигации, и потом можно открывать охоту на алекминский сыр. Матвей Александрович, большое вам спасибо и успехов вашему производству. Продолжайте радовать наших жителей республики очень вкусным сыром. Спасибо. Спасибо. Ну, я, например, считаю себя настоящей мышью, потому что сыр я просто обожаю. И теперь непременно, как только откроется навигация, наверное, буду первой стоять возле фирменных магазинов и ловить алекминский сыр, потому что мне очень интересно, какой он на вкус. Ну, аппетитно выглядит, правда? Кстати, вспомнился детский стишок. 1, 2, 3, 4, посчитаем дырки в сыре. Если в сыре много дыр, значит вкусным будет сыр. Ну вот, стихами заговорила. А мы вновь свяжемся с Алекминском и узнаем, в каком месте города сейчас находится наша Катерина. Катя, доброе утро! Доброе утро, Вероника, доброе утро, Якутия. Мы сейчас подключаемся к вам с Дома культуры и гармонии города Алекминска. Конечно, очень жаль, как сказал Руслан, из-за погодных условий мы не смогли выйти с улиц этого замечательнейшего города. Но я думаю, в сюжетах, в наших материалах вы сможете увидеть, насколько здесь красиво и какие замечательные люди здесь живут. Ну, а я бы хотела представить моего спикера. Это Эдуард Вячеславович Корнилов, член Союза писателей Якутии, поэт. Хотелось бы, конечно, с Эдуардом Вячеславовичем где-то пообщаться на берегу реки, да, так скажем, поэтично, прозаично, романтично, да. Эдуард Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы с вами пройдем, да. Но я думаю, локация у нас сегодня тоже не такая плохая, да, скажем так, рассчитана на зрителей, да. Эдуард Вячеславович, расскажите, как вы связали свою жизнь с поэзией? Ну, писать стихи я начал где-то в 15 лет. Ну, они были детские такие, неграмотные, в общем, без рифмы. И потом, будучи уже в училище в Иркутской области, где я учился, лет 17, я уже начал уже серьезно подходить к рифме, к поэзии. И как бы вот тогда начали появляться первые стихи. Правда, тоже юношеские, но они уже более-менее, они уже как бы считались за детские стихи, наивные, добрые, смешные. Ну и вот так как бы стала появляться моя поэзия, мое творчество. А со временем я стал уже писать стихи, выпускать уже сборники, как вот это. Да, мы, кстати, видим, вы сказали, буквально вот на днях вчера получили свеженький такой переплет ваших сборников. Буквально вчера пришел вот этот сборник, который называется «Вернусь в родной Алас». Он состоит из моих стихов, но в переводе якутских поэтов. И в этом большую роль сыграли году родного языка, Управление культуры Алекминского района во главе с Анной Валерьевной Кубряк и под финансовым как бы, поддержкой. И вышла эта книга. И большую роль здесь сыграли составители Мария Дмитриевна Ларионова, наша алекминская, Юлия Афанасьева Корнилова. И большую благодарность я хочу высказать Наталье Владимировне Михалевой, народному поэту Якутии,
писателю, прозаику, тележурналисту. Она как бы собрала и подвигла других поэтов, друзей, знакомых, чтобы они перевели мои стихи, и появился вот такой сборник стихов. Это большую благодарность выражаю Марии Алексеевой, Решетниковой, Орлы Дуйдах, да. Потом Ирине Харайдановой, Даниловой Лидии, Комиссаровой Валентине Иннокентьевне, Федорову Дмитрию Чурапчинскому поэту Хайвола. И всем им большую благодарность я высказываю. И Марии, нашей Ларионовой, она является заместителем начальника культуры. Она сама местный поэт, и она много перевела моих стихов на якутский язык. И большую благодарность я высказываю своим друзьям с Якутска, которые напечатали вот этот сборник. Это Семен Викторович и Антонида Анатольевна Николашкины. Им большая благодарность. Когда мы сможем насладиться вашим творчеством вот из этого сборника конкретно? Управление культуры обещало в начале июня провести презентацию уже в городе Якутске непосредственно. Ну и там будет реклама, наверное, будет какая-то. Отлично, мы будем вас ждать там. Эдуард Вячеславович, конечно, хотелось бы попросить прочесть что-то из ваших стихов. Да, я вот хотел маленько сказать об этом. Однажды из школьного сочинения моей дочери я прочитал такие слова, наверное, лет 15-18 назад, моей младшей дочери, да, там было написано: «Я дочь неизвестного поэта». Его стихи не будут читать в школе. И вот это меня задело. И на этом фоне я решил сочинить вот это стихотворение. «Стихи мои учить не будут в школе, но я о том нисколько не грущу. Я их читаю в безымянном поле ночным березкам, сонному ручью. Я в синем мае их читаю ветру, когда дышу прохладой у реки. Он разнесет стихи по белу свету за горизонты северной тайги. И, может, там, вдали, по Божьей воле, согреет путь кому-то в эту ночь. И пусть мои стихи не учат в школе. Я очень рад, что их читает дочь». Отлично. Эдуард Вячеславович, а чем вы вдохновляетесь? Что вас вдохновляет? Меня вдохновляет. Вы же видите, здесь какая природа, река, летом особенно. Я много лет ходил в навигации, работал в Алекминском речпорту. И ходил по Витиму, по Лене, по Алекме. И даже работал на Индигирке, на Белой горе. И вот эти красоты нашего края северного, ну, тайга, лесотундра, как бы, это вообще рождает в душе такие несказанные такие слова и такое какое-то отношение к природе, к любви. И оно рождает стихи. Не знаю, даже любовь к женщине, она рождает тоже какие-то такие, хочется их запечатлеть и как бы донести людям свои стихи, чтобы они почитали, как бы, ну и любовь к матери, к детям, к жене, и к родителям, к своему родному району, к своей деревне родной, откуда я вышел. Это все в общем складывается в такие стихи. Вы возьмите мой любой сборник стихов, почитайте, и там вот весь я буду в этих стихах. Но у всех мы, местных жителей, спрашиваем, какие места у вас любимые в Алекминске? Ну, это Чара, река Алекма, Бирюк. Много-много у нас здесь много. Вот в летнее время, особо осеннее, люблю рыбачить, охотиться. Спасибо, Эдуард Вячеславович, вам творческих успехов, ждем вас в Якутске. Ну, а я передаю слово Якутску студии Вероника. Спасибо большое, Катя, спасибо, очень было интересно послушать. Вообще поэты — это такие уникальные люди в любом регионе, в любом городе, потому что они просто вдохновенны. Замечательный проект, оставайтесь с нами, мы еще много интересного об Алекминске расскажем.
Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Выездные командно-штабные учения со звеньями Якутской территориальной подсистемы РСЧС 15 районов проводят для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья и минимизации последствий лесных пожаров. На смотрах проверяют готовность МЧС России, полиции, медиков, службы спасения, жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения и ДПС. Превентивные мероприятия по подготовке к безопасному прохождению весенне-летнего паводка и пожароопасного периода на территории республики проводятся ежегодно на постоянной основе. Ведущие специалисты России и Якутии объединят усилия по изучению мозга человека. В Якутске проходит вторая межрегиональная научно-практическая конференция нейронауки для практической медицины. В течение 3 дней врачи планируют обсудить актуальные вопросы нейрогенетики, медицинских нейротехнологий, системы нейрореабилитации и снижения смертности от цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний. Работа конференции пройдет по 7 различным секциям, на которых будут представлены новые технологии и возможности по диагностике и практическому лечению патологии нервной системы. Мозг и вообще нервная система – это одна из самых неисследованных систем человеческого организма, потому что и доступ к этой системе затруднен, и в целом очень много заболеваний нервной системы по сравнению с заболеваниями других органов. И в чем, собственно, смысл научных изысканий в этой области? Искать молекулярные, генетические, клеточные основы патологии нервной системы. В Амгинском улусе провели семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в этом году. Были рассмотрены вопросы оснащения пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ, обеспечения антитеррористической безопасности. В работе семинара приняли участие работники управления образования, руководители школ, заместители директоров по учебной работе, руководители ППЭ, члены ГЭК и технические специалисты. Также делегация провела встречи с родителями учеников 9-11 классов и с выпускниками. Стартовала аккредитация на 8-е игры «Дети Азии». Всего планируется аккредитовать около 18 тысяч человек. Доступ на объекты игр в период проведения мероприятий будет возможен только при наличии аккредитационного бейджа и транспортного пропуска. Такие меры необходимы для безопасности. В первую очередь аккредитацию пройдут волонтеры, организационные комитеты, службы, обеспечивающие различный функционал на объектах. Также спортивные делегации, представители СМИ и приглашенные гости. Бейджи и пропуски для организации начнут выдавать с 10 июня в Центре аккредитации на базе школы номер 31 города Якутска в главном информационном центре игр. Сейчас это все новости. Оставайтесь с нами. Всем доброе утро, это «Весна» на НВК. Дорогие друзья, сегодня мы рассказываем вам все про Алекминск. Туда выехала наша делегация ведущих, операторов, чтобы вас познакомить с этим прекрасным краем. Ну и, конечно, напоминаем, что если вы хотите узнать много всего интересного, мы делимся этим не только с утра, но и целый день. Подписывайтесь, у нас телеграм-канал, где всегда приятные новости, интересные заметки и все самое-самое бодрое. Алекминчане, тоже подписывайтесь и будьте с нами всегда. Дорогие друзья, глава Якутии Айсен Николаев объявил 2024-2028 годы пятилетием ямщицкой культуры в Усть-Майском, Ленском, Хангаласском и Алекминском районах. Это решение было принято в целях сохранения и развития исторического и духовного наследия государственных ямщиков. Один из хранителей, Кулагин Василий Алексеевич, уроженец Алекминского района, недавно он побывал на родине и встретился с местными жителями. Подробнее об этом душевной встрече узнаем в следующем материале. Звенели, заливались по реке Матушки и ямщицкие колокольцы. От станции до станции в любую погоду шли повозки, груженные почтой. Кстати, ранее за опоздание наказывали ямщиков рублем, но это совсем другая история. Со времен первых парагонов и столетия живут потомки ямщиков. Один из них – Кулагин Василий Алексеевич. Я родился в деревне Кочегарово Алекминского района. Молодежь, может быть, уже не знает, что такая деревня была. Ну, я думаю, что старшее поколение, наверное, знает. И мне сегодня очень приятно присутствовать среди вас.
здесь пахнет, можно сказать, моей родиной. Это здесь особая аура создается для всех нас. Увековечить уникальную историю – дело особое. Это становление ряда сел, становление родов, которые и сегодня живут на Лени. Книга вышла в 2023 году в городе Новосибирске. Василий Алексеевич вручил памятные медали тем, кто некогда занимался гоньбой. Их осталось не так много. Высшую награду нашей организации – это присвоение звания «Почетный потомок государев Ямщиков». Это звание присваивается только за особые заслуги в работе нашей организации. И мы уже второй год присваиваем, ищем людей, которые гоняли почту, потому что этих людей осталось очень мало. Им, как правило, под 90 и свыше 90 лет. Такое свидетельство вручается. И нагрудный знак. Миронов Вадим, свидетельство Миронов Вадим Владимирович, потомок государевых ямщиков Черендейской почтовой станции. Присвоено звание «Почетный потомок государевых ямщиков». Кроме присутствующих, медаль передали Сергеевой и Ивановне. Она перегоняла почтовый вазок, будучи совсем еще девчонкой в годы войны. История родов продолжается. Интересно было сегодня? Ну да, это относится и к моей семье, потому что у меня по моей линии прадед вроде тоже был ямщиком. Это довольно интересно, потому что хочется узнать, как жили раньше, как привнесло это в наш современный мир, как отражается в нашей современной культуре. Какие интересные люди живут на Алекминской земле. Удивительные просто, сохраняют родную культуру. Ну а сейчас у нас потрясающая возможность. На связи Руслан Ачиров. И вместе с ним в прямом эфире мы пойдем в гости к Алекминской семье. Руслан, доброе утро! Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Сегодня с самого утра нас пригласили в замечательную, на завтрак пригласили в Алекминске, замечательная интернациональная семья Мурсалимовых. Давайте познакомимся. Ирек, Екатерина и красавица Лейла. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы приглашаем вас на завтрак. Ой, спасибо большое. Ну, а всем нашим телезрителям, которые сейчас завтракают, мы желаем приятного аппетита и отличного, бодрого начала этого дня. Давайте познакомимся. Значит, у нас Лейла. И у вас еще старший сын Артем. Он сейчас находится... Он у нас находится в Якутске на профильном сборе отрядов ЮИТ в Центре отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Ему 12 лет. Да, ему 12 лет. Он у нас учится в 6 классе. Он у нас спортсмен, активист. В общем, и тоже такой же общественник, как и мы. Здорово. Ну, а как начинается утро в вашей семье? Утро начинается у нас с подъема, сборов в школу, в садик, приготовления завтрака и потом на работу. Папа расскажет у нас про выходные. Про выходные, когда у нас обычно дома дети, то обычно я с утра встаю и готовлю, просят кашу, готовим кашу. В остальном все так же, что-то на чай жена готовит. И выходные там можем обычно или мясной пирог, или пирожки. Сегодня у нас есть пичмак, татарские пончики и знаменитый татарский чак-чак. Действительно, национальное блюдо Татарстана, да, сейчас находится на столе. Это такое ежедневно вы или все-таки по торжественным случаям готовите? И кто готовит, кстати? В основном стряпаем по выходным, так как работаем с утра до вечера. Пончики, тесто готовлю заранее и утром нарезаю быстренько и жарю для детей. А стряпаем в выходные больше. Про вашу общественную деятельность мы еще поговорим. А кем вы работаете? Я тренер ДЮСШ, Алекминского района. ДЮСШ имени Александра Николаевича Платонова, тренер по мини-футболу. По мини-футболу. Да.
Я педагог-организатор массовых мероприятий для детей. Также работаю в дополнительном образовании. И мы знаем, что в прошлом году вы стали семьей года в Алекминском районе, также получили диплом 3-й степени фестиваля республиканского «Интернациональная педагогическая семья Республики Саха-Якутия». Мы, кстати, вас поздравляем. И можете рассказать про вашу общественную деятельность? Общественной деятельностью мы занимаемся давно. Мы участвуем в различных грантах, в районных грантах, в федеральных грантах, в республиканском тоже участвовали. Проводим различные мероприятия, соревнования для детей, для взрослых. Вот в прошлом году мы выиграли грант гражданских инициатив, конкурс районный, и провели фестиваль пляжных видов спорта. Да, такое вот у нас впервые было в городе, потому что давно очень, может, лет 20 назад только проводился. Мы вот провели футбол пляжный и волейбол пляжный. В этом году, буквально 10 дней назад, мы провели первый турнир по фиджитал-футболу для школьников. В прошлом году для взрослых проводился, а в этом году для школьников. Ну, вот каникулярную деятельность для детей осваиваем. Замечательно. Ну, следующий вопрос вытекает из прошлых. Да? То есть вы работаете, у вас очень активная общественная деятельность, вы участвуете в конкурсах. Как вы все успеваете? Вот, Ирык. Ну, как я успеваю? У меня, в принципе, деятельность такая тоже с работой с детьми, да, но я еще со взрослыми работаю, как тренер сборной Алекминского района. Все дело в моей жене, это просто зажигалка, которая начинает, у нее в голове там столько идей. Конечно, у меня профиль совсем другой, да, я там более спокойный. Вот она зажигает, и вот это вот какие-то идеи дает, и мы начинаем вот вместе совместно работать. Конечно, какие-то нюансы есть, мы находим компромисс, потому что, я говорю, опять же, в разных деятельностях работаем. У меня свое, у нее свое, и вот где-то между собой находим, конечно, бывает прения там, но все-таки находим компромисс и начинаем вот работать. И вот работаем, конечно, потом все получается, все это выходит. Благодаря ей, конечно, в первую очередь. Екатерина, согласна? Да, согласна, что я такой мозговой центр семьи, да, а мой супруг, он, как бы исполнитель. Я очень благодарна ему за то, что он меня поддерживает во всех моих даже безумных идеях. За это ему большое спасибо. И я вот думаю, что все-таки, когда муж поддерживает жену, то это залог и счастливой семьи, и дальнейшего развития и для семьи, и для детей, ну и вообще и для района мы приносим тоже также значимый вклад. Ну и скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, самое главное для сохранения хорошей, доброй атмосферы в семье? Это взаимопонимание, доверие и, как я уже говорила, это поддержка, вот, на мой взгляд. Вот для меня вот эти вот самые главные, что он меня поддерживает, что мы доверяем друг другу. Полностью с ней согласен, полностью. Самое главное взаимопонимание, да, в семье. Сами предложите. Да, я сейчас попробовал, не удержался, очень вкусно. Скажите, вот кто в основном готовит блюда? Мы готовим вместе, то есть не то, что вместе по очереди, то я готовлю, когда у Ирика есть время, он готовит. У нас нет такого, что вот там готовит только жена, там. Мы оба. Он очень вкусно готовит. Поэтому тоже... Да, когда времени... У кого есть время, то есть получается, у кого время тут и готовит. То есть я бывает, то, что у меня-то побольше свободного времени с утра. Я работаю в основном во второй половине дня, так как у нас школьники учатся там, в первую смену, да, здесь в Алекминском районе. В основном со второй смены идет вся спортивная педагогическая деятельность. Поэтому вот в эти дни я как-то более-менее там с утра до обеда стараюсь приготовить и ужин, и обед.
Спасибо, здорово. Ну вот мы сейчас видим, нас в прямом эфире показывают, да, у вас очень уютная, замечательная квартира, кухня. И хотелось бы, пользуясь случаем, в вашем лице поздравить все семьи Алекминского района. В этом году объявлен год семьи. И от нашей команды «Утро Якутия», телеканал ФНВК Саха-Якутия-24 вам небольшой подарок на память. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, желаем вам всего самого наилучшего, успехов в вашей общественной деятельности, в работе и здоровья вашим детишкам. Спасибо. 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 Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Вероника, тебе слово. Спасибо большое, Руслан, за такой замечательный поход в гости. Так бодро, так интересно рассказали о жизни в Алекминске. Ну, чувствую, еще и угостили Руслана, ему явно понравилось. Ну и, конечно, пламенный привет от нас из эфира всем жителям Алекминска. Вы, правда, самые добрые, самые яркие. Вы сделали наше утро прекрасным, радостным, поделились этой энергетикой со всей республикой. Хорошо, что этот год объявлен в стране годом семьи. Чем больше у нас будет таких дружных и больших семей, тем наша Якутия и страна будут сильнее и счастливее. И завершаем наш утренний эфир, конечно, музыкальной композицией, но сегодня она у нас в прямом эфире. Итак, Катя, музыку в студию. Друзья, а мы завершаем наш эфир и, конечно, завершаем ее красиво, музыкально. Я рада представить вам руководителя народного фольклорного ансамбля «Потеха» Надежду Иннокентьевну Большедворскую. Надежда Иннокентьевна, доброе утро. В этом году вашему ансамблю 30 лет исполняется. Расскажите, в чем успех и немного о деятельности вашего ансамбля. Да, наш ансамбль был создан Максимовой Ольгой Геннадьевной в 1994 году. И этот год у нас юбилейный. Ну, в нашем ансамбле собрались люди творческие, разных возрастов, разных профессий. Но всех нас объединяет одно общее увлечение – любовь к песне народной и, конечно же, казачьей. И сегодня мы хотим пожелать всем вам доброго утра. Я думаю, наши телезрители по всей республике сейчас проснутся от ваших шикарных звуков, да, возгласов, от вашего ритма. Хочется пожелать, несмотря что вот у нас погода сегодня такая не совсем весенняя, но такие слова. Казаки живут повсюду, на Кубани и в Чите, в Краснодаре, на Урале, на Дону, они везде. К нам в Якутию пришли хранить покой, служить народу, быть верными своей земле, в жару и в холод, в непогоду. И наша казачья песня с алекминским колоритом для вас. Встречаем! Ой да, да, ребята, там гуляли молодые рекрута.
Красивые костюмы, задорная песня – это ансамбль «Потеха» из Алекминска. Спасибо алекминчанам за этот музыкальный подарок. Утренний наш эфир, посвященный Алекминскому району, подходит к завершению. Мы надеемся, что вы узнали много интересного. Мы побывали с вами везде, где только можно, благодаря нашим корреспондентам, нашим ведущим, нашим замечательным операторам. Мы прошлись по набережной, заглянули в музей, даже побывали в гостях. Ну и, конечно, познакомились с чудесным поэтом, который вдохновенно пишет о Алекминском. О Алекминске, Алекминской природе, да. Нас пригласили в гости. Я узнала, что есть несколько туристических баз. Надеюсь, вы обратили внимание, что летом теперь у нас точно есть направление. Ну, а говорить о том, что алекминская картошка, но теперь еще и сыр просто потрясающий, я думаю, не стоит даже повторяться. Пойдемте срочно в магазин. Но это не все, дорогие друзья. В течение дня новости также выйдут в эфир, получается, сюжеты, которые мы привезем из Алекминска. Мы обязательно еще покажем то, что успели заснять, но не успели включить в прямом эфире, потому что материала очень много. До новых встреч, оставайтесь с нами. Всем доброго утра!